Десятки людей ежегодно погибают на пожарах из-за незнания правил безопасности. Об этом говорят сотрудники экстренных служб. Чаще всего причинами возникновения огня являются неосторожность при курении и проблемы с электропроводкой. Обсудим ситуацию прямо сейчас в программе «Интервью» в эфире главного телеканала Республики. Сегодня с нами Александр Лопухов, заместитель председателя Госкомитета Республики Башкортостан по ЧС. Александр Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Статистика говорит, что с начала года произошло около 600 пожаров и есть погибшие около 30 человек. Как можете прокомментировать вот эти данные? Да, если быть точным, то 27 человек погибло на сегодняшний день. Это на 8 человек меньше по сравнению с прошлым годом. У нас в январе получилось так, что 2 недели вообще никто не погибал. Это очень замечательный результат. Но, к сожалению, ничего не бывает постоянным. Основная причина, как вы уже сказали, гибели – это курение. Но сейчас, ввиду того, что вот как раз отопительный сезон, на передний план, на первый, план выходят еще и проблемы с электрооборудованием, с электропроводкой. Но эта причина, кстати, она очень актуальна не только для зимнего периода, но и для летнего. Да? Как только наступает жара, как и холода, это большое увеличение, электроприборов, задействованных в обеспечении комфортной жизни людей. Тут вентиляторы, тут, соответственно, отопители и, соответственно, нагрузки на электропроводки, которые, к сожалению, не везде соответствуют требованиям, либо уже старые, которые там несколько десятков лет, рассохшиеся, то есть не выдерживает просто-напросто электропроводка нашей жажды вот именно облегчить свою жизнь. Но мы все понимаем, что на безопасности экономить нельзя, да, это не нужно, это очень опасно. Какие рекомендации мы можем здесь дать? Все-таки нужно поменять всю проводку в доме, чтобы быть уверенным в своей безопасности, или какие-то еще советы вы можете озвучить? Иногда хватает поменять отдельными участками ее, например, разделить... Так скажем, если у вас не одна комната, да, то отделить кухню, например, от зала, потому что в той же самой кухне находятся тоже мощные электропотребители. Это может быть и микроволновая печь, электрическая плита. То есть отделить ее, чтобы она не была, подключена к той же самой линии, что, например, стиральная машина. Вообще не рекомендуется... Вот в таком случае, когда стиральная машина и микроволновка подключены к одной линии, включать их одновременно, потому что очень большая нагрузка идет. Чем больше у вас автоматов, чем больше у вас разделение, так скажем, электроприборов, вот, чтобы на каждый был свой автомат, тем лучше будет, тем меньше нагрузка на сеть. Ну и спокойнее можно спать. Да, но надо внимание обратить вообще на ее состояние. Если она у вас проложена открытым методом, вы ее видите, если она потемнела, например, или, не дай бог, раскрошилась изоляция, то нужно просто-напросто даже поменять кусок, заменить кусок, который подвержен этому тепловому воздействию, и поменять его на новый. Все. Александр Сергеевич, мы уже отметили, что еще одна основная причина возникновения огня – это неосторожность при курении. Да? Чаще всего это люди, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, курят прямо в постели на диване, и затем уже окурок падает и тлеет все, что находится рядом. Можно ли что-то предпринять? Да? Какие советы вы можете дать, чтобы обезопасить, даже если это произошло? Возможно, пожарный извещатель или что-то еще? Да, единственное, что в этой ситуации может помочь, это пожарный извещатель, потому что у нас очень частый случай, когда человек погибает, начинаем расследовать причины пожара, не мы, а органы дознания, и выясняется, что площадь пожара была там 50 квадратных сантиметров, 1 квадратный метр, и все это на диване. То есть диван прогорел, и человек погибает в сонном состоянии, именно вот от продуктов горения. Огонь, а температура, он бывает даже, что, термическое воздействие на него происходит. Но факт то, что квартира закопчена, вещи практически не испорчены, а человек погиб из-за того, что заснул сигаретой. Тут, конечно, именно только обнаружение пожара на ранней стадии по дыму может спасти этого человека. Даже если он сам не в состоянии отреагировать на сигнал, может быть, домочадцы, соседи. Случаев очень много, когда посторонние люди, проходя мимо домов, частных домов, услышав сигнал с работающего извещателя, спасают домочадцев, детей спасают. И часто это заканчивается, так скажем, хорошо. В республике уже выдано 400 тысяч пожарных извещателей, да? Это республиканская программа. На что направлены сейчас действия? Видите ли вы эффективность этих предпринимаемых действий? Эта эффективность видит
видим не только мы. Эффективность видит и правительство республики. Поэтому только буквально пару месяцев назад с нашей подачи Госкомитета уже расширен перечень людей, которые получают эти извещатели. Раньше было 9, сейчас 12 стало, на 3 категории. Дети войны, участники боевых действий. То есть мы расширили, да, инвалиды боевых действий. Это очень, так скажем, надежное средство в том плане, что одно из наиболее эффективных технических средств, которое позволяет спасти людей при пожаре. Это как раз пожарные извещатели. Естественно, при условии, что люди будут контролировать своевременную замену элемента питания, и он будет располагаться так, как положено по рекомендациям завода-изготовителя. Ну, пожары, это мы понимаем, что человек может погибнуть, может получить различные увечья, да, но кроме того и страдает имущество. Вот один из страховщиков обнародовал данные по итогам 2021 года, и выяснилось, что 15% ЧП, которые происходят в жилых домах и квартирах, это как раз пожары. Но те, кто застраховал свое имущество, в среднем выплата компенсации составляет порядка 300 тысяч рублей. Как вы можете прокомментировать этот случай? Какую картину видите вы? Страхуют ли жители республики свое жилье? Да? И рекомендуете ли вы вот такие меры принимать? Мы всегда рекомендовали, и вот Госкомитет, и Главное управление МЧС России, страховать свое имущество. Это может помочь человеку не попасть в сложную жизненную ситуацию. И страховать не только от пожаров, но и от погодных условий, от ураганного ветра. Потому что очень часто у нас республика находится в такой климатической зоне, что у нас очень часто и ураганные ветры, да, шквалистое усиление, когда сносят крыши, когда люди остаются, можно сказать, на улице. В таком случае вот им как раз и помогает страховка. И они, когда приезжаешь вот на место таких происшествий, в принципе, большой озабоченности у людей не видно, потому что они знают, что у них есть страховка, и страховая компания покроет понесенные убытки. Как вы правильно сказали, да, если, очень сильно помогает страховка при пожаре, но вместе с тем же есть еще и люди, пострадавшие от пожара, то есть соседи, которых затопили, подтопили, у которых тоже, значит, испортилось имущество. Страховка предусматривает еще и ответственность, так скажем, виновника пожара перед третьими лицами. Да, то есть и этот вопрос позволяет человеку каким-то образом решить максимально эффективно и выгодно для него. Поэтому я всем рекомендую всегда страховать свое жилье. Лично я вот каждый год страхую, и, как сказать, слава богу, конечно, ничего не случилось, но и собираюсь это делать дальше. Угу. Если мы говорим о профилактических мерах пожарной безопасности, то какие еще можно назвать эффективные? Меры пожарной безопасности, во-первых, вы знаете, надо всегда думать хотя бы на один шаг вперед, о возможных последствиях своих действий или бездействий, к чему они могут привести. Но если вы оставили ребенка малолетнего одного в комнате, да, и у вас, грубо говоря, в зоне его игры находится удлинитель типа пилот, в который включены какие-то электроприборы, рядом стоит электрообогреватель с раскаленными элементами, должны же понимать, что существует вероятность того, что хаотичное движение ребенка, оно приведет его в эту опасную зону. Что он может засунуть что-то в розетку, что он может прикоснуться к пламени, на котором готовится на плите пища. То есть люди должны хотя бы просчитывать немножко возможные последствия вот именно своих действий. Не надо оставлять одного ребенка, не надо оставлять его с включенными электроприборами, не надо класть спички перед ним, да. Уберите подальше зажигалки. Это же интересно ему, правильно? Он же видит, как вы зажигаете огонь, ему тоже охота. Не оставляйте детей с выпившими родственниками или с людьми, которые пришли с работы после суток, да. Вы знаете, что человек устал, он может уснуть. Он номинально, конечно, находится, этот ребенок, со взрослым человеком, но человек этот в любой момент может просто уснуть, и ребенок, в принципе, остается один. Вот такие элементарные правила, если вы будете соблюдать, то это, в принципе, может уберечь и вашу жизнь, и ваших близких. Вот самое простое, что я могу порекомендовать. Часто ли происходят пожары с участием несовершеннолетних, если можно коротко? Пожары не часто происходят. В основном это детская шалость, это единичные случаи. В основном всегда виноваты взрослые.
К сожалению. Да. Спасибо большое, Александр Сергеевич. Сегодня гостем программы «Интервью» в эфире главного телеканала Республики был заместитель председателя Госкомитета Республики Башкортостан по ЧС Александр Лопухов, и мы обсуждали пожарную безопасность. Берегите себя, не переключайтесь, оставайтесь вместе с нами.